Константин Федорович, в Абхазии все знают вас, и вы знаете Абхазию хорошо, и я бы сказала, в деталях. Я, кстати говоря, слово «знаете» специально использовала, хотя могла сказать проинформированы. Вы на самом деле очень хорошо знаете Абхазию. Вы были с нами в самые трудные моменты, когда мы были в полной изоляции. Вы помогаете, поддерживаете нас в самые тяжелые периоды нашей истории современной, и в войну, и в миру, и в ситуациях турбулентности. Сегодня наш эфир телевизионный заточен на дате 26 августа 2008 года. Прошло 12 лет со дня признания независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации. И хочется спросить, вопрос, правда, у меня очень большой, но я готова получить и емкий, но короткий ответ тоже. Как вы оцениваете этот путь межгосударственных отношений Российской Федерации и Абхазии, начиная с 2008 года, хотя история наших взаимоотношений началась, понятно, не с 2008 года? Ну, прежде всего, хочу вас поприветствовать и в вашем лице поприветствовать всех ваших слушателей, зрителей. Спасибо. Благодарю вас за добрые слова, за комплимент, который был сделан. Я, правда, считаю, что соблазнительно было бы, конечно, сказать, и, может быть, для этого есть большие основания, что Абхазия находилась временами в полной изоляции. Но я думаю, что это будет несправедливо по отношению к тем людям, к тем гражданам России, которые на протяжении всей истории уже постсоветского периода, после развала Советского Союза, пытались в трудные времена помочь Абхазии, невзирая на, может быть, официальную позицию Кремля. Я имею в виду, конечно, 90-е годы, прежде всего. И мы все прекрасно помним, и вы, я уверен, помните, Конечно, что добровольцы Северного Кавказа, среди которых были не только, как у нас модно говорить, лица кавказской национальности, хотя я лично считаю себя лицом кавказской национальности, русским лицом кавказской национальности, но не только представители кавказских народов, но и самые, что ни на есть, стопроцентно русские люди, казаки и так далее. Хотя, да, должен сказать, что, по крайней мере, до прихода Владимира Путина в 2000 году политика по отношению к Абхазии была очень противоречива, если не сказать временами враждебна. Я по-иному не могу назвать вот эпизод с блокадой Абхазии с 1994 года. Хотя и тогда, во времена Ельцина, можно сказать, эта официальная позиция, она была двойственная. С одной стороны, это была позиция Козыревского МИДа, который изобретал способы, каким образом Абхазию можно впихнуть обратно в Грузию и таким образом перечеркнуть результаты конфликта и войны. И позиция, скажем, наших военных и спецслужб, которые пусть не публично, но изо всех сил помогали Абхазии, насколько они в тот момент могли. И я знаю, что в Абхазии это помнят, по крайней мере, вот в этот свой приезд в Абхазию проезжал мимо плаката с изображением генерала Чандарова, который в те времена был первым заместителем командующего ВДВ. И, как мы помним, как и другие российские военные, слава богу, он жив-здоров. Вот. Кто-то уже, к сожалению, ушел из жизни, но так же, как и другие российские военные, он делал все от него зависящее, выполнял свой долг и защищал мирных людей. Можно сказать, что к этой категории относятся и все те солдаты миротворческого контингента и офицеры, которые с 1994 года по призыву обеих сторон встали на посты, разъединяя противоборствующие стороны по реке Ингур. Не только военные. На самом деле депутаты Государственной Думы, всех государственных дум, которые в этот период обладали полномочиями, а это была первая дума с 94 по 96, в которой я был председателем комитета по делам СНГ, затем была вторая дума, третья дума.
Вот депутаты Государственной Думы, они как раз были гораздо ближе к этой патриотической позиции. Многие из них, отдельные лица, особенно активно, но в целом поддерживали, во-первых, самостоятельность и право абхазского народа на самоопределение, не шли на поводу в тех случаях, когда исполнительная власть во времена Ельцина пыталась нас подтолкнуть к каким-то решениям. Я напомню, что в начале 1994 года, как только была избрана после конфликта в Москве первая Государственная Дума, после конфликта между Ельциным и Верховным Советом, вот депутаты этой первой Государственной Думы, в которой я имел честь быть тоже одним из депутатов, они выступили с категорическим осуждением визита Бориса Ельцина в Тбилиси в начале 1994 года по приглашению Шеварднадзе. И написали даже, все подписали руководители фракций, я был автором этого текста, но подпись стояла всех без исключения тогда 8 фракций Государственной Думы. Письмо предупреждения президенту с просьбой не подписывать договор о военном союзе или какой-либо договор такого содержания с Грузией. Надо сказать, что Ельцин этот договор все-таки подписал, но этот договор ни разу не делали даже попытки внести на ратификацию. Он так и остался на бумаге. Договор, который предусматривал после поражения грузинских войск в грузино-абхазском конфликте вооружение грузинской армии. Вот мы не допустили этого. Фактически первые санкции против России были начаты в связи с ее позицией в Абхазии и Южной Осетии, в связи с ее признанием Абхазии и Южной Осетии. Ну, конечно, после событий в 2014 году в Украине эти санкции приобрели более такой широкий характер. Западные санкции против России вызвали обратные санкции со стороны России и так далее. Но я прежде всего хочу сказать, что руководство России, прежде всего тогда премьер России Владимир Путин в 2008 году сочли, что мы обязаны поддержать население Абхазии и Южной Осетии, которое подверглось агрессии в 90-е годы и которые вновь попытались с помощью силы вернуть в Грузию, как это произошло в 2008 году. Дальше произошло признание. Мнение тех людей в России, которые пытались оттянуть это признание, а были такие, в том числе и во властных структурах, которые пытались предложить вместо этого какую-то ассоциацию между Абхазией и Южной Осетией, а не прямое недвусмысленное признание Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, они были отвергнуты нашим высшим руководством. Мы в этом случае выдержали свою позицию. И дальше, как вы знаете, последовала череда переговоров между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией, в результате которых были подписаны договора, которые на сегодняшний день составляют правовую базу российско-абхазских, российско-осетинских межгосударственных отношений. Я напомню, что этими, я не буду их всех перечислять, но хочу сказать, что эти договора, например, гарантируют, что нападение на Абхазию, как и на Южную Осетию, будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. Наши войска теперь на законном основании, уже не как миротворческие, а как союзные войска, находятся на территории Абхазии, на границе с Грузией. Мы взяли на себя гарантии безопасности Абхазии. И никто в здравом уме, на мой взгляд, в Грузии сегодня, в отличие от периода до 2008 года, уже не рискнет провоцировать начало боевых действий. Таким образом, угроза, которая все время висела над Абхазией, над Южной Осетией, что не сегодня, а завтра начнется война и новая попытка реванша за проигрыш в 1992-1993 годах, она эта опасность миновала. Значит, мы, конечно, не только в сфере военной, оборонительной договаривались. Я вот в большинстве случаев, когда я депутат и работаю всегда в составе одного и того же комитета по делам СНГ и связям с Отечеством, выступаю в роли официального представителя при ратификации российско-абхазских межгосударственных документов. И в этой Государственной Думе, которая была избрана в 2016 году, целый ряд документов были ратифицированы. И военного толка, и связанных с здравоохранением, с социальным страхованием,
с тем, чтобы распространить на Абхазию те льготы или нормы, которые связаны с обеспечением лекарствами определенных категорий, зависимых от лекарств больных наших граждан. Все это мы в Государственной Думе по представлению правительства и президента превращаем в законы. И таким образом, мне кажется, демонстрируем свое понимание сегодняшнего положения Абхазии. Но это все положительно, как и меры экономической поддержки. Тут я, правда, должен сказать, что, к моему большому сожалению, внутренняя политическая турбулентность, которая фактически впервые проявилась в таком вот масштабе проявилась на выборах в 2004 году президента Абхазии, когда в результате ухода с поста президента по истечении второго срока Владислава Арзембы стал вопрос о том, кто станет продолжателем его дела. Мы помним, как непросто этот вопрос решался, потребовал повторных выборов, по сути дела. Но затем все то, что связано уже было с преждевременным уходом из жизни Сергея Васильевича Багапша и последующими выборами и последующими, опять же, турбулентными событиями в Абхазии, приведшими к отставке президента. Сначала одного президента, теперь другого президента. Все это сопровождается, мы знаем, в абхазском обществе и в абхазском интернете, особенно в молодежной части этого сегмента, разного рода рассуждениями, которые не назовешь во всех случаях взвешенными и серьезными. Когда, например, мы читаем о том, что Россия, дескать, виновата уж тем, что посадила Абхазию на иглу, выдавая ей вот эту помощь, и таким образом парализовала творческие силы тех абхазских бизнесменов и предпринимателей, которые якобы могли Абхазию осчастливить. То, что нас беспокоит в России, в развитии наших отношений и вообще во внутреннем состоянии Абхазии, что многие вопросы, которые уже давно должны были быть решены в Абхазии, для того, чтобы она развивалась ускоренными темпами, они, к сожалению, отложены. Должен сказать, не воспринимают логику бизнеса, отказываются до сих пор принять необходимые решения, которые позволили бы бизнесу быть гарантированным, если он вкладывает средства в Абхазию. Я объясняю всегда, что никто ни землю Абхазии, ни природу Абхазии, ни недвижимость Абхазии никуда не вывезет. Все то, что в Абхазии в свое время, в советские годы было построено, и не только из средств абхазского народа, а из средств всей большой страны, оно осталось сегодня в Абхазии и ей принадлежит. Разве это не пример того, как надо относиться в этом случае к этим вопросам? Но, вероятно, нужно было какое-то время для того, чтобы эти решения созрели. Это время, к сожалению, затянулось, и мы видим, что на фоне сегодняшней Абхазии, скажем, некоторые регионы Грузии, например, Аджария, развиваются гораздо более высокими темпами, потому что туда пришли иностранные инвестиции, там был открыт простор для их применения, а Абхазия и абхазские объекты, абхазские предприниматели, они, по сути, развиваются из прибыли. Любой экономист вам скажет, что развитие предприятий из прибыли – это очень затяжной путь. На самом деле другой путь должен быть. Кредиты, инвестиции и так далее. С этим не все нормально и в России. В основных чертах наши межгосударственные отношения заданы. К их созданию приложили руку такие, на мой взгляд, безусловные авторитеты абхазской истории, как Владислав Арземба и Сергей Багапш. И я очень надеюсь, что новое поколение, новое политическое руководство Абхазии будет интенсивно наращивать темпы для того, чтобы потенциал этого признания 2008 года
он был в полной мере использован для развития Абхазии. Что касается интернета, соцсети, да, много чего пишут. Понятно, там есть и абхазский сегмент очень сложный, очень тяжелый, да, вот, но есть и российский сегмент очень тяжелый. В принципе, очень много блогеров в российском сегменте интернета, которые формируют очень негативный образ Абхазии. Мы все же исходим из того, что выверенные решения, правильные, объективные, насколько возможно, адекватные решения принимаются на другом уровне. Я считаю, что Россия заинтересована в Абхазии, заинтересована вот примером своего сотрудничества с Абхазией показать не только Абхазии, но и всем другим народам на Кавказе, что Россия может уважительно относиться к государству, которое возникло впервые после многих сотен лет отсутствия собственной государственности, что Россия готова ее поддержать, что Россия готова раскошелиться в данном случае на поддержку населения Абхазии и абхазского государства как такового. И Россия взяла на себя обязательства по его обороне, совместно с абхазскими вооруженными силами. Этого, мне кажется, вполне достаточно, чтобы не искать других причин и искать пятна на солнце и говорить: вы знаете, ну Россия вот это все сделала, но как-то она при этом себя слишком высокомерно держит. Значит, Россия себя не высокомерно держит, но если в самом абхазском обществе периодически возникают внутренние катаклизмы и идет бесконечная дискуссия о том, разворовали деньги России или употребили правильно, и одна политическая сила борется с другой, оперируя, вот, в зависимости от того, у власти она или в оппозиции, оперируя этими ложными или действительными фактами. Я сейчас не хочу углубляться, кто на самом деле прав, кто виноват. Я хочу заметить лишь, что очевидно, я только что встречался с президентом Республики Абхазия, когда был в Абхазии, очевидно, что есть проблемы. Большего я говорить не буду, но проблемы они есть. Причем они есть не только на абхазской стороне. Я не хочу сказать, что мы тут абсолютно во всех отношениях, вне всяких подозрений. Я имею в виду российская сторона и те, кто причастны, как, скажем, к финансированию Абхазии или к помощи Абхазии и так далее. Были разные примеры. Я вот сейчас не на примере Абхазии хочу сказать, но хочу сказать, что недалеко от участка в Сочи, который мне принадлежит, расположена латифундия бывшего премьера Южной Осетии с русской фамилией, который в свое время в Южной Осетии очень сильно подвел президента Кокойты, при этом заявлял, что ему, вообще он сам из Челябинской области родом, что ему все равно, где строить, Челябинской области и Южной Осетии, все едино. И вот он сегодня на сэкономленные в результате инвестиционного процесса в Южной Осетии деньги, сегодня уже давно не работая с Южной Осетией, ведет такую благополучную жизнь предпринимателя в родном мне городе Сочи. Значит, явно что-то к рукам у кого-то прилипло. Это все так. Но здесь важно даже не только то, что касается там какой-то коррупции или чего-то еще, а важно то, что вот желание прослыть патриотами, в том числе и у депутатов парламента, которые, конечно, обязаны демонстрировать примеры патриотизма, оно иногда преобладает над здравым смыслом. Они боятся обвинений в том, что они где-то дадут слабину, кому-то дадут чуть-чуть больше свободы в том, чтобы распорядиться там землей, недвижимостью и так далее. Ну как это возможно, что если как бы граждане Абхазии, они же граждане России, в России могут быть хозяевами недвижимости, а граждане России, которые приезжают в Абхазию и хотят что-то купить, они не могут быть в полной мере хозяевами той недвижимости, которую они приобретают, если они не граждане Абхазии. Это неравноправие, и это неравноправие задано не российской стороной, а по-прежнему тем, что, к большому сожалению, парламент Абхазии, разные его составы, не готов сегодня к этим или Константин не принимает Федорович, решения. выше вы, кстати, говорили уже подробно, можно сказать, об опасениях, почему это происходит. Но я должна сказать, что такие опасения чувствует каждый народ. Мне как-то приходилось читать очень хорошую статью, если она запомнилась на всю жизнь. Не все статьи, что мы читаем, запоминаются. Журналистка российская, которая написала статья, которая называлась
у страха глаза узкие. Она имела в виду фобии, которые возникают в том же российском обществе в связи с ситуацией на Дальнем Востоке. Но сейчас не обязательно в это вникать в подробности. Вы, наверное, поняли меня, о чем я говорю. Так что, если опасения возникают в абхазском обществе, можно, в принципе, это тоже понять. Ирина, Это имеет место. я понять это понимаю. Я даже, как видите, предложил объяснение этому не только в вашей программе. Ну да, Я это объяснение даю здесь, в России, когда этот спор возникает, когда звучат эти голоса, как вы сказали, что вот иждивенчество, вот неумение вести дело, вот неумение руководить или еще что-то в этом роде. Я объясняю это просто сложным историческим путем Абхазии и тем, что народ борется за свое выживание и самосохранение. И как вы думаете, сегодня Абхазия больше должна сфокусироваться именно на внутренних проблемах, потому что внутри не очень у нас хорошо, вы прекрасно говорили о турбулентности, да? Безусловно, приоритет внутреннего развития, он стоит не только перед Абхазией, но и перед Россией. Россия гораздо более крупная страна, и все равно главные задачи у нее внутренние. И мы были бы счастливы вообще отказаться от любой внешней политики, если бы нас оставили в покое и не вмешивались в наши дела. Таким образом, и мы вынуждены отвечать и вести эту активную внешнюю политику. В конце концов, наша внешняя политика направлена на то, чтобы обеспечить условия для нашего внутреннего возрождения. Вот мне кажется, в Абхазии ровно такая же проблема. Потенциала признания со стороны России при безусловном желании Абхазии добиться признания от многих других государств, мне кажется, на этом этапе достаточно для того, чтобы предпринять, сосредоточить усилия на внутреннем фронте. Согласна. Я уверен, что единство абхазского народа, и политическое в том числе, если бы оно было достигнуто, если бы ушли в прошлое, вот как мы выяснили, эти все стихийные события, которые вылились в смену власти в Абхазии, если бы это можно было спокойно эту страницу перевернуть, это тот необходимый этап, который необходим Абхазии для спокойного поступательного развития. К сожалению, это не так, и это проблема. И проблема, конечно, она важная в том числе и для России. Но не может сочинский регион активно развиваться и дальше, а Абхазия, так сказать, все больше отставать от этого развития. Это ненормально, это опасно не только для Абхазии, но и для соседней России. Правда, после такой эмоциональной беседы, скажем так, смекишировать, уйти на какое-то праздничное настроение тяжеловато. Но я знаю, что вы замечательно ведете абхазское застолье. У нас любой праздник заканчивается застольем, а завтрашний праздник то же самое. Все мероприятия, наверное, будут заканчиваться застольем. И хочу закончить нашу беседу таким неожиданным, не политическим абсолютно вопросом. Я знаю, как вы хорошо знаете, не просто красиво говорите, а знаете вот суть и философию тостов абхазских. Какой тост наиболее для вас ценен, любим, понятен и более комфортный для общения с друзьями в Абхазии? Ну, вы знаете, я уже давно, находясь в России или за пределами России, не в Абхазии, в других странах, чаще всего себя представляю как раз эксперта по абхазскому застолью и произношу тосты так, как это принято произносить в Абхазии. Это значит, что первый тост за любым столом я всегда произношу «За мир и за народ». Я очень долго учился этому выражению, боюсь, что я сейчас не удовлетворю взыскательных знатоков абхазского языка, но «анцуэнахат», то, что я говорю. Замечательно. Да. Меня, я помню, Владислав учил этому произношению, потом Сергей Багапш. Не знаю, научился я или нет, но мне кажется, что очень глубокий вот этот первый тост, который произносится за абхазским столом, как правило, народ стремится к миру, а народ такой, как абхазы, который прошел через целую цепь конфликтов и войн на протяжении нескольких сотен лет за свою самостоятельность, независимость, за справедливость, в конце концов. Он, безусловно, нуждается в мире. И я считаю, что какие бы ни были наши там огрехи
в части, касающейся экономического взаимодействия, как с российской, так и с абхазской стороны. Тот факт, что Россия заняла, в общем, правильную позицию, не дала использовать себя против Абхазии во время конфликта 92-93 годов, и затем в 2008 году выступила на защиту Осетии и Абхазии, и потом гарантировала своими подписанными и узаконенными договорами защиту абхазской и осетинской территории. Вот это, мне кажется, должно лежать в основе всех других оценок российско-абхазских отношений. Все остальное приложимо, исправимо, а вот это должно быть подчеркнуто. Вот я это хочу сказать. Спасибо большое вам. Спасибо за интервью и с праздником. С праздником. Всего хорошего. До свидания.